Добрый день. А, Сегодня проводим вебинар на важную, значимую тему, которая касается трудного поведения детей, оставшихся без попечения родителей. А, Важная тема, которая рассчитана в большей степени на родителей, нежели на специалистов. Как обычно, стандартно, постараюсь уложиться в 50 ориентировочно минут. Напоминаю, меня зовут Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. А, Работаю по направлению, в том числе взаимодействия с семьями, взявшими на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. И одно из таких явлений, с которыми чаще всего сталкиваются приемные и замещающие родители, это возникающие те или иные формы трудного поведения у детей младшего возраста и у подростков. Какие чаще всего встречаются формы трудного поведения, о чем говорят нам приемные родители. Чаще всего это такие виды, как ложь, воровство, агрессия, побеги, сексуализированное поведение, в меньшей степени попрошайничество, бродяжничество, довольно часто избегание близких отношений и амбивалентное поведение. Почему, в принципе, трудное поведение возникает у детей, оставшихся без попечения родителей, чаще, чем у детей, которым повезло избежать подобного опыта в своей жизни? Ну, во-первых, такие дети, конечно же, испытывают прежде всего опыт перенесения травмирующих ситуаций, которые не были отработаны. Ну, собственно, одна из самых глобальных ситуаций, да, это лишение возможности быть воспитанными кровными биологическими родителями. То есть опыт оставления самыми значимыми людьми, конечно же, оставляет отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, такие дети испытывают на себе неблагоприятные условия, в принципе, социальной ситуации и неблагополучные социально значимые отношения до того момента, пока они не были приняты в замещающую семью. Это и условия взаимодействия с интернатом, как с педагогическим составом, да, так и с детьми, находящимися в таких же условиях. Это отсутствие поддержки со стороны близких и семьи, имеется в виду кровных, биологических. Это также происходит потому, что до определенного времени у таких детей не было в жизни значимого взрослого, который выполнял бы функцию наставника в их жизни. Что еще влияет на таких детей, на вероятность возникновения трудного поведения? Это пережитое, прежде всего, эмоциональное насилие в биологической кровной семье. Что такое эмоциональное насилие? Это любое действие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения, что подвергает опасности нормальное, нормативное развитие эмоциональной жизни ребенка. Или же это неадекватное ожидание ребенка, то есть что он ждет от родителя, какого эмоционального реагирования родителей, учителей или других значимых людей ждет ребенок. Каким образом влияет эмоциональное насилие на ребенка? Ну, самое основное, кроме нарушения нормативного развития эмоциональной сферы, самым ярким таким симптомом возникает потеря мотивации к достижениям, исчезает чувство гордости за то, что ребенок делает, исчезает чувство гордости за свой успех.
Ребенок чувствует себя неспособным, неуспешным, ненужным и даже несчастливым. Вот к таким последствиям идет эмоциональное насилие. Кроме того, на возникновение трудного поведения влияет и психологическое насилие. Что такое психологическое насилие? Это живой запрет, жесткий запрет на естественное самовыражение, на творчество, обесмысливание и обесценивание того, что делает ребенок. И вот это вот все тормозит развитие потенциальных способностей ребенка, приводит к потере доверия, разрушает привязанность между взрослым и ребенком и негативно влияет на формирование самоконцепции ребенка или я-концепции. Соответственно, возникают другие негативные формы самовыражения. Это еще более хороший вариант. Либо же ребенок замирает, возникает защитная реакция по типу «замри», и ребенок себя никак не проявляет. Ну и в целом, к чему вообще ведет вот совокупность, да, всех проявлений насилия над ребенком? Формируется зависимая личность с неадекватно низкой оценкой, которой свойственен синдром выученной беспомощности. То есть ребенок не верит в то, что он способен что-то сделать, чего-то достичь. Происходит формирование мнимой идентичности. То есть ребенок не чувствует того, кем он является на самом деле. У него просто происходит такое спаривание с определенными ролевыми моделями, которые предлагают ему окружающие. То есть он не чувствует своего «я», своих способностей, своих качеств. Берет те предлагаемые модели поведения, ролевые модели, и счастье достигается через то внешнее поведение, которое поддерживается и подкрепляется внешним окружением. Если ребенок попадает в хорошее внешнее окружение, соответственно, его ролевые модели, с которым он срастится, да, будут хорошими. Если же он попадет в значимое именно окружение, где будет популярно иное поведение, соответственно, и ребенок срастится именно с такой ролевой моделью поведения. К чему еще ведет насилие? Новая идентичность укрепляется, принятые ролевые модели, а вот от своей настоящей идентичности ребенок отказывается. То есть происходит такое духовное насилие над душой. Что, в принципе, как в принципе видит ребенок, переживший психологическую травму, да, то есть наш ребенок, оставшийся без попечения родителей, каким он видит мир, какой представляет, в принципе, картину мира. Во-первых, он воспринимает мир как страшный, жестокий и безразличный, что людям нет дела до других людей, что я ничего не стою, я никогда ничего не достигну, ничего хорошего, в принципе, по отношению ко мне никогда не произойдет, и хорошее не для меня. Я никому не нужен, я во всем виноват, все плохое случается из-за меня, я всем мешаю. Лучше бы меня не было. Все злые, и я тоже буду злым. Примерно вот в такой вот картинке мира существует ребенок, переживший психологическую травму, в частности, оставшийся без попечения родителей. И какие же вот особенности, получается, психического развития формируются у таких детей? Во-первых, это особая внутренняя позиция, которая характеризуется слабой ориентированностью на будущее. То есть ребенку достаточно сложно представить, кем он будет в будущем, каким у него будет будущее. Сложно работают функции прогнозирования.
планирования своего будущего. Также существует высокая конфликтность системы требований, предъявляемой к образцам мужественности и женственности. То есть есть сложности в формировании, скажем так, гендерного поведения. Да? Кроме того, возникает особая система взаимоотношений с окружающими людьми. В основном, в большей степени, такие дети преследуют практическую пользу во взаимоотношении с окружающими людьми и стараются не углубляться в привязанность. Мы не говорим, конечно, что это характерно абсолютно всем 100% детям, но склонность вот к такому качеству выстраивания отношений имеется. Привыкают жить по указке. Это также связано с травмой идентичности. И особенности сознания, самосознания. Размытость и неясность образа «я» присутствует. Такой ребенок не всегда понимает, кто он, какими качествами он обладает, какими ресурсами. А также ему сложно ориентироваться в отношении к себе, опираясь на собственные представления. Чаще он воспринимает себя через призму оценки окружающими. Соответственно, такому ребенку очень важно, что о нем говорят другие. Вот все эти особенности влияют на то, что такие дети более склонны к формированию трудного поведения. Кроме того, еще важно помнить, что ребенок в кровной биологической семье имеет опыт гибкой социализации. Вот когда, скажем так, в условно нормотипичной семье все-таки прислушивается к ребенку, о том, кем он хочет быть, каким путем он хочет решать тот или иной вопрос, прислушивается к предпочтениям ребенка. И ребенок, оставшийся без попечения родителей, особенно в интернатной системе, имеет опыт жесткой насильственной социализации, когда за него принимают решение, на какие занятия он будет ходить, с кем он будет в комнате жить. В принципе, у ребенка не имеется такого выбора, того или иного вида деятельности, предпочтений, отношений, с кем складывать, с кем не складывать, влиять на свою жизнь. Да? И результатом такой жесткой насильственной социализации является, конечно же, это отчуждение от своих истинных личностных принципов. Они либо формируются в искаженном виде, да, либо присваиваются принципы окружения, свойственные группировкам, в которых участвует ребенок. Переживается невозможность ребенком обладать свободой самопроявления. Отсутствует навык адаптации и построения жизненного сценария своего собственного, основанного вот на гибкой социализации, на возможности с помощью близкого человека, родителя преодолевать, участвовать в каких-то естественных формах жизни. И возникает такая вот травма неосуществленности уже в раннем возрасте. То есть когда я социализируюсь не совсем своим путем. Да? Вот и возникают различные формы трудного поведения. Все не успеем обговорить, да, потому как время все-таки ограничено, но каких-то успеем коснуться. Ну и самая легкая форма, условно так скажем, да, трудного поведения – это ложь. Откуда она берется, почему она возникает? Причин множество. В каждом случае, у каждого ребенка это может быть своя причина. Но прежде всего это стремление избежать наказания. В случае, когда в семье
авторитарный стиль взаимодействия с ребенком, и нет каких-то гибких подходов и установок у родителя к поведению ребенка, тогда возникает естественное стремление избежать наказания, особенно если наказания используются жесткие по отношению к ребенку. Когда еще может ребенок лгать? Когда желает получить незаслуженное поощрение, либо привлечь внимание. В том числе ребенок таким способом может проверять чувства родителей, границы, учится манипулировать окружающими. Ну и как один из вариантов это либо фантазирование, либо уход от реальности, да, такой защитный. Что рекомендуют родителям в случае такого трудного поведения? Важно пробовать, проговаривать все-таки с ребенком те случаи лжи, которые родителю повстречались. По возможности, конечно же, важно прояснять правду. Учить ребенка правдивости и поощрять признание. В то же время важно ребенку в такие моменты помочь сохранить лицо. То есть, чтобы не сцепились, да, когда я говорю правду, чтобы она не сцепилась только с чувством стыда, да, не закрепилась все-таки правдивость как негативный опыт, да, а чтобы при этом ребенок сохранил лицо, и у него вот этот момент, когда я говорю правду, и при этом мне не стыдно от того, что я говорю правду. Вот подобная сцепка позволяет нам спрогнозировать, что в будущем ребенок повторит вот этот опыт говорения правды. Ну и важно применять логические последствия. Да? То есть, когда я говорю неправду, у меня следуют определенные последствия. Ну и желательно, чтобы эти последствия, конечно же, были не очень положительными. Русский ученый Юрий Щербатых говорил также о том, что обман у детей бывает ради извлечения выгоды с нанесением вреда обманутому, обман ради выгоды без нанесения вреда, обман без очевидной выгоды. Действительно, соврать можно и просто из вредности, из зависти. Обман может быть из благих побуждений, когда ребенок, например, заботится о родителе. Бывает обман, не приносящий ни очевидной, ни скрытой выгоды никому, но иногда для удовольствия. Вот фантазирование, да, которое приносит удовольствие ребенку. Но в такой вот категории обмана каждый из нас находился хотя бы один раз в жизни. Что еще можно делать, как предотвратить появление лжи в отношениях? Конечно же, необходимо внимательно относиться к возрастному развитию ребенка. Важно понимать, что есть закономерные этапы развития, особенно для начального возраста, характерно фантазирование, когда сложно разделить реальное, действительное от фантазии ребенка. Не считать ребенка маленьким, когда он уже ощущает себя подростком. Помнить, что подростку важно отстаивать свободу и независимость. Если мы будем вводить дополнительные запреты и ограничения для подростков, когда уже у них должна быть определенная степень свободы, важно понимать, что при сильном давлении ребенок будет использовать какие-то формы ухода от этого давления, в том числе и обман. Да? Чем сильнее действие, тем выраженнее противодействие. Поэтому важно, конечно, относиться, особенно в подростковом возрасте, к тем заявлениям, которые делают ваш сын или дочь. Важно советоваться при принятии определенных решений, которые касаются ребенка, с ним.
Важно, конечно же, немаловажно, делать самим правдивые заявления, не допускать ложь или двусмысленность в собственных словах и поведениях. Ну, то есть то, чего вы хотите добиться от своих детей, важно делать самому. И если все-таки ваши отношения построены с ребенком на взаимном доверии, об этом мы всегда говорим, да, то есть это такое лекарство от всех болезней. Если ребенок знает, что вы уважаете его право на личную жизнь, готовы прийти на помощь, у ребенка не будет необходимости использовать ложь как инструмент изменения тех обстоятельств, которые возникают в его жизни. Следующее трудное поведение, которое вызывает у родителя опасения, это воровство. По какой причине вообще ребенок ворует? Ну, прежде всего, давайте вспомним о том, что воровство – это умышленное присвоение чужого имущества. И здесь при столкновении с таким фактом важно задать себе первый вопрос. А насколько ребенок понимает вообще, что такое имущество? Особенно это касается приемных деток, которых только взяли в семью, и у них достаточно маленький опыт обладания чем-то своим. Возможно, что у ребенка даже нет понимания, что такое личное имущество, что есть, соответственно, границы, которые нельзя переступать, и нет понимания чужое, не сформировано такое понимание. Вот это первый вопрос, который себе нужно задать, ну и, соответственно, подумать, а разговаривали ли мы с ребенком на такую тему, и вообще насколько сформировано в нашей семье уважение к тому, что есть у каждого свое имущество, свои границы и уважение ко всем этим моментам. Далее, понимает ли ребенок, что такое присвоить чужое имущество, да, то есть рассмотреть с ним такое понятие. И важно всегда помнить, что ребенок берет чужое не специально, а прежде всего заявляя о своих потребностях. Также важно помнить о том, что воровство проходит почти каждый ребенок, как освоение правил. Ну, как заметить воровство, да, чтобы это не стало для вас громом среди ясного неба, конечно же, нужно всегда быть внимательным к своему ребенку, особенно к приемному ребенку. Это не значит, что мы навешиваем на него какие-то ярлыки, стигмы, ожидаем от него этого поведения. Нет, с любым ребенком, неважно, приемный это не приемный, важно интересоваться. Откуда появилась новая вещь, или деньги, или подаренные какие-то вещи, когда ребенок говорит, это подарок. Да, и точно известно, что на день рождения у него было 5 месяцев назад. Контролируйте, как много денег тратит ребенок и сколько денег должно оставаться. Не оставляйте без последствий все-таки любое незначительное воровство и всегда учите ребенка возвращать взятую вещь без спроса хозяина. То есть это такой принципиальный момент, который обязательно надо соблюдать. Немножко про такие глубинные причины воровства проговорим. Зачем ребенок берет чужую вещь? Ну, во-первых, это желание иметь понравившуюся вещь, которую у меня нет возможности получить другим способом. То есть такое так называемое полевое поведение, как следствие несформированности эмоционально-волевой сферы. В норме у кровных детей такое поведение уходит к 7 годам, в случае с приемными детьми немножечко с задержкой, где-то примерно к 12 годам. Вот в таком случае родителям все-таки рекомендуется, конечно же, способствовать формированию волевой сферы у ребенка, да, терпения, выдержки. Здесь как
скажем так, фоновое сопровождение, должно идти умение, формирование умения у ребенка планировать день и соблюдать определенные режимные моменты. Вот эти вещи помогают формировать и эмоционально-волевую сферу. Сюда же относится введение посильных обязанностей. Здесь важно разговаривать о чувствах с ребенком, уметь их понимать, выделять, идентифицировать, называть. То есть, чтобы это была такая сфера более исследованная ребенком. Важно не допускать провоцирования вот этого полевого поведения. То есть, оставлять, условно говоря, деньги, кошелек на виду у ребенка. И разговаривать с ребенком о том, что помогает ему удержаться от того, чтобы не взять деньги, или вещи. Следующий вид воровства – это как проявление незнания правил, границ, незнания ценности денег. И здесь мы понимаем, что такой ребенок никогда не распоряжался деньгами. И как рекомендация, возможно, выделение денег ребенку на расходы, на неделю, например, да, то есть выдаем не крупными суммами, не на месяц, не на полгода. Учим копить ребенка, учим распределять деньги, учим семейному бюджету или по-другому экономической или финансовой грамотности. То есть обучаем ребенка определенной системе. Сюда же относится и непонимание границ чужого. То есть учим ребенка пониманию, что такое чужое, что такое свое. Бывает воровство невротическое, навязчивое, во время которого ребенок испытывает эмоциональное возбуждение, расслабление или эйфорию в конце совершенного акта. И это именно чаще всего дети, пережившие травму, не имеющие понимания будущего. Помимо обращения, конечно же, к специалисту, да, либо врачу-психотерапевту, либо психологу очному, с таким ребенком нужна длительная работа по формированию понимания им своего будущего, снижению тревоги общей, да. То есть это не самый простой, скажем так, вид воровства, к которому требуется в обязательном порядке присоединение специалиста. Каким еще воровство может быть? Воровство как эмоциональная разрядка, получение в какой-то степени адреналина в процессе ребенка. Здесь родителю важно подумать, как еще можно достигать такие эмоции, да, такой степени. Тот же туризм, какой-то вид спорта. Также воровство, особенно на этапе адаптации ребенка к семье, может быть связано с желанием присвоения родителя или значимого человека. Я беру мамину помаду, тем самым присваивая ее себе. В данном случае в период адаптации можно сказать, что это довольно-таки распространенное явление. И при увеличении качества внимания, оказываемого ребенку, при усилении качества внимания, при увеличении времени, уделяемому ребенку, этот симптом потихоньку уходит. Также воровство может быть как один из способов получения недостающего внимания при гипоопеке, когда и авторитарные родители, и любовь, внимание, доверие замещаются гиперконтролем, как способ преодоления отвержения сверстниками. Здесь ребенку, конечно же, нужно помогать формировать
коммуникативные навыки, учить навыкам успешного взаимодействия со сверстниками, ну и родителям немножечко изменять стиль взаимодействия с ребенком. В том случае, если это гипоопека, то есть недостаток внимания, заботы, добавлять эти моменты во взаимодействии с ребенком. А воровство как принадлежность к группе. Также и такой вариант мотива воровства может быть. То есть ребенок крадет, например, телефон, чтобы у него был такой же, как и у всех. Это и вариант подкрепления своей самооценки, да? Соответственно, и нужно работать в этом направлении. Как можно завоевать по-другому авторитет. Сюда же, как подвид, можно отнести воровство ради соответствия ценностям группы, в которой я нахожусь. И здесь уже родителю, может быть, задать вопрос, с кем идентифицируется ребенок. Почему с такой группой детей? Почему не с родителями? Кто для моего ребенка является героем? В целом посмотреть, а вижу ли я, с кем общаются дети, мои дети. Наполненность дня у ребенка. Достаточно ли мы, как родители, проводим времени с нашим ребенком? Ну и однократное воровство, когда ребенок впервые однократно это совершил. После совершенного действия ребенок имеет много вины, переживаний. И здесь важна родительская реакция, слова. Важно поговорить о том, что это может быть. Важно поговорить, что это возможно как этап. Но от ребенка, от тебя зависит, как ты этот этап пройдешь. Если ребенок был замечен в краже, не угрожайте в однократной краже, да, или в первичной краже. Не угрожайте ребенку в случае отказа признать вину. Ваша явная агрессия сразу же заведет его в тупик. Не называйте его вором, то есть не вешайте ярлыки предсказывания уголовного будущего ребенка. Ребенок должен понять, что вы не одобряете, конечно, его поведение, но что вы все равно его любите, хотите вместе с ним решить эту проблему. Не устраивайте судилище за проступок, иначе ребенок просто начнет все скрывать от вас, в том числе из-за страха и нежелания переживать эти сильные эмоции стыда, дискомфорта. Не обсуждайте возникшую проблему с посторонними людьми в присутствии ребенка. Здесь не имеется в виду консультация специалиста, да, психолога, психотерапевта, а другие взрослые, не специалисты. Ну и золотое правило гласит: ругай наедине, хвали при всех. Если в той среде детей, с которыми дружит ваш ребенок, принято иметь карманные деньги, то важно давать их ребенку. Ну, сдачу из магазина желательно, конечно же, чтобы ребенок аккуратно возвращал обратно в семейный бюджет. Не обращайтесь к ребенку с риторическими вопросами типа «как ты мог?». Это совершенно бесполезно. Не возвращайтесь к тому, что произошло после того, как ситуация была разобрана. Так вы этим только закрепите данный поступок в сознании ребенка. Ну и не напоминайте ребенку о случившемся, если он совершил другой проступок, который не имеет отношения к краже. То есть завершите здесь и сейчас ситуацию. В следующий раз решайте уже по мере поступления вопросов, не возвращаясь к предыдущему. Конечно же, важно поговорить с детьми о воровстве. Данная беседа должна включать в себя понятие того, что является, а что не является воровством. Такую беседу можно проводить уже в возрасте от 4-5 лет, объяснить, да, что это поступок, который имеет определенные последствия. Ребенок должен знать, что нельзя трогать чьи-либо вещи без разрешения.
И начинается это в семье. То есть мне нельзя трогать чужие вещи, например, моего старшего брата. Мне нельзя залезать в мамину сумку без ее согласия. То есть начинается все с мелочей. И убедитесь, что ваш ребенок знает, что воровство, в принципе, может принести достаточно сильные потери доверия, потери друзей, неприятных чувств, неприятных реакций окружающих. Ребенок должен знать, что с вашей стороны последуют решительные меры с не очень приятными последствиями. Обговорите их заранее. Обязательно ребенок должен вернуть вещи к владельцам, либо заплатить за эту вещь, либо отработать, если нет денег, отработать какую-то дополнительную работу. То есть ребенок всегда должен отвечать за неправильные действия. То есть логические последствия действий всегда должны быть. Если ваш ребенок ворует у других детей вещи и предметы, в которых он нуждается, карандаш, бумага, ручка, объясните ему, что нельзя брать чужие вещи, что важно все необходимое просить у родителей. И убирайте те вещи все-таки, которые вы не хотите, чтобы ваш ребенок взял в те места, где вы понимаете, что он не возьмет. И расскажите ему, что, в принципе, получить определенные вещи можно, обговорив с родителем, возможно, не сразу. То есть учим его все-таки терпению, помним, да, волевым каким-то моментом. Следующий вид трудного поведения – это агрессивное поведение. Важно понимать, что агрессивное поведение – это действие, целью которых является нанесение страдания и ущерба другим. Другое поведение не является агрессией, да? И является демонстрацией собственного превосходства в силе. При каких условиях формируется агрессивное поведение у ребенка? Базовыми условиями для формирования такого поведения прежде всего является наблюдение того, как поощряется агрессия других людей. То есть если папа в семье говорит: молодец, что двинул ему, соответственно, это поведение и будет в дальнейшем повторяться ребенком. Это поощрение агрессии окружением и самостоятельное поощрение своей агрессии. Но все же, когда я научился этому делать у своих значимых взрослых. Следующим условием являются семейные факторы определенные. В том случае, если в семье есть насилие, ребенок будет его повторять по отношению к окружающим или к себе. Если в семье есть отгороженность, холодность, безразличие значимого родителя, чаще мамы. Если ребенок стал свидетелем насилия между родителями. В том случае, если постоянно нарушаются границы ребенка, у него не формируется ощущение границ своего тела, границ других, агрессия является таким актом нарушения границ другого человека. Непоследовательность в воспитании также провоцирует агрессивное поведение. То есть поощрение агрессии или игнорирование агрессии приводит чаще всего к закреплению такой формы поведения. Ну и личностные факторы не отменяются. То есть в том случае, если ребенок испытывает трудности контроля за своим аффектом, и пережитые травматические переживания тоже могут продуцировать агрессию. Что же можно рекомендовать родителю, чтобы снизить агрессивное поведение? Помимо того, что важно исключить факторы, провоцирующие возникновение у ребенка, конечно же, важны следующие моменты. Должен быть контакт с ребенком как обязательное условие, да, профилактики агрессии. Те дети, которые к нам приходят на прием, они совершенно отличаются в те моменты, когда они с родителем близки были накануне приема, эмоционально близки,
Родитель был в отпуске, занимался ребенком, и ребенок приходит спокойный, со стремлением получать знания, с желанием взаимодействовать с преподавателем, с психологом, неважно. И совершенно по-другому проявляет себя ребенок в тех случаях, когда родитель круглосуточно работает, не оказывает внимания ребенку, то есть идет дефицит внимания. Наполненный ребенок проявляет свою агрессию тогда, когда это действительно нужно и адекватным способом. Конечно же, важно прояснить причины, почему ребенок выбрал именно такую форму поведения, почему он так себя повел. Посмотреть ситуационные факторы, вызвавшие именно агрессивное поведение. Важно, конечно, обучать контролю, важно развивать эмоциональный интеллект, важно решать преимущества агрессивного поведения, то есть показывать недостатки именно такой стратегии поведения, мотивировать ребенка на другое поведение. Ну и важно родителю все-таки контролировать и адекватно проявлять собственную злость. Трудным являются для многих родителей и возникающие с ребенком конфликты. Что бывает причинами конфликтов? Это столкновение, прежде всего, интересов родителей и ребенка. Это приказы и команды, то есть авторитарный стиль взаимодействия с ребенком. Сейчас же перестань, быстро убери все и так далее. Это предостережение, угрозы, предупреждения. Не придешь вовремя, пеняй на себя. Мораль, нравоучение, проповеди вызывают желание проявить свою конфликтность. Критика, выговоры, обвинения, обзывания, высмеивание. Все это также вызывает конфликтные формы поведения. Шаги для разрешения конфликтов, прежде всего, это прояснение конфликтной ситуации, сбор предложений от ребенка без критики, какие варианты видит он, оценка вместе с ним предложений, выбор наиболее приемлемого. Обязательно детализация решения, уточнения различного рода, чтобы ребенок смог все-таки реализовать это решение. Ну и выполнение решения, и проверка, хорошим ли был данный выбранный способ решения. И в целом, все-таки наилучшим способом выхода из любой конфликтной ситуации является самостоятельно найденный выход ребенком, немного, конечно, с помощью родителя, что позволяет получить жизненный опыт и осознание последствий своего поведения, ну и научиться тому, как поступить в следующий раз в подобной ситуации. Часто возникают проблемы с приемными детьми, часто возникающие проблемы – это побеги, тоже как вариант трудного поведения. Мы помним о том, что побеги могут быть эмансипационными, то есть как спор с родителями, как такое протестное поведение, либо из чувства страха, того же наказания, например, либо же из желания избавиться от гиперопеки. То есть мы сразу же видим корень, да, поведения, ищем его. Демонстрационными могут быть побеги, то есть дети убегают недалеко с целью именно привлечь внимание. Есть так называемые побеги домой к кровным родителям, то есть происходят они в случае, когда у ребенка мало информации о биологических родителях, незнание полной картины взаимоотношений кровных родителей с приемным ребенком. И вот такие вот возвраты домой, ощущение, что там будет что-то такое, что принесет им тепло. Да? Зачастую родители приемные избегают разговоров о кровных родителях, ну, в силу, понятно, да, внутренних своих причин. Но вот как следствие могут быть, вот, например, такие побеги. Ну и помним о том, что есть громомания, уже скорее как болезненная форма побегов, непреодолимая тяга к побегам.
когда ребенок ее испытывает, эту непреодолимую тягу. И здесь, конечно же, важно обратиться к специалистам. При побегах что важно? Важно провести такую трехступенчатую оценку. Первичная оценка ситуации, то есть когнитивная, разумная оценка, да, мыслительная, что привело к этому, что было до побега, как это произошло. И аффективная такая оценка, какие чувства были у ребенка до, во время и после. То есть, чтобы понимать, в принципе, сутевую часть побега, почему это произошло. Вторичная оценка или второй уровень оценки. Важно прояснить с ребенком, а можно ли было решить ситуацию другим способом. Думал ли он о них и пробовал ли. Да? И третичная такая оценка ситуации совместно с ребенком. Это переоценка ситуации, выбор новых альтернативных способов поведения. И важно попробовать с ним реализовать все-таки альтернативный способ поведения, чтобы постепенно он встроился в имеющийся спектр вариантов поведения. Одно из трудных, таких неприятных, скажем так, для родителя поведения – это сексуализированное, особенно ранее сексуализированное поведение, которое также связано с нарушением эмоционального развития ребенка, с последствиями травмы, сексуального, физического или психологического насилия. Помним, что к нам дети, приемные дети, приходят из разных семей. И в данном случае родителю очень важно заметить, когда возникает такое, да, поведение, посмотреть, в каких ситуациях. Возможно, как с помощью него ребенок гасит тревогу. Возможно, таким образом он хотя бы таким способом пробует испытать, получает чувство, скажем так, удовлетворенности, да, из-за нехватки, дефицита любви, недополученной, ну, понятно, да, в самом раннем возрасте. Важно обучить ребенка с таким поведением навыкам релаксации, научить, как ребенок может расслабляться иными способами. Это либо ванна теплая, да, либо это массажи. То есть, ну, подобрать тот способ, который подойдет именно ребенку. Важно учить такого ребенка выражать свои чувства, чтобы оно не уходило чтобы они не уходили в сексуализированное поведение, все-таки проговаривались, да, либо как-то выражались другим способом. И здесь особенно важно компенсировать тот дефицит внимания, любви, который имеется у ребенка хотя бы частично. Ну и в целом при столкновении с трудным поведением важно, конечно же, помнить, что семья является основой профилактики трудного поведения ребенка. В данном случае это уже замещающая семья. И, в принципе, главный смысл и цель семейной жизни – это как раз такие замещающей семьи, да, в какой-то степени компенсировать то, что недополучил ребенок в биологической семье или, в принципе, даже не получил. Любовь и поддержка, конечно же, особенно нужны таким детям. Они дают чувство уверенности, защищенности и в какой-то степени помогают скомпенсировать нарушенное развитие ребенка, помогают восстановить психическое здоровье такого ребенка. Важно, конечно же, понимать, что есть разные стили взаимоотношения взрослых и родителей, разные, скажем так, способы, но не управления семейной, скажем, ситуацией, а все-таки стили воспитания ребенка. Попустительский, да, когда ребенок имеет вседозволенность, есть такое безразличное отношение к судьбе ребенка, есть авторитарный стиль взаимодействия в семье, когда идет жесткость в правилах, безапелляционность, диктат, и демократический все-таки стиль, когда имеется сотрудничество, взаимопонимание родителей и детей. Ну вот, то есть важно всегда помнить о том, что все-таки в отношениях с детьми
взрослый всегда должен оставаться взрослым, занимать адекватную родительскую позицию и позицию желательно все-таки гибкую. А, И, конечно же, это должен быть пример и в соблюдении правил и норм, и постоянное внимание родителей друг к другу, взаимопомощь в сложных ситуациях, и семейный активный отдых как альтернатива, в принципе, развития любых зависимостей. Очень важны семейные традиции, да, совместного труда, совместного досуга. И, конечно же, важно помочь приемному ребенку преодолеть вот именно травму неосуществленности, о чем мы с вами говорили вот в самом начале встречи. Да? То есть мы помним, что любой ребенок изначально, здоровый ребенок, родившийся в здоровой семье, имеет жизненные силы роста. Почему вот детки, когда рождаются в здоровой, благополучной, эмоционально благополучной семье, основная черта здоровья, скажем так, одна из основных черт, это любопытство и стремление к развитию. То есть ребенок изначально заряжен вот этой вот возможностью к развитию и желанием. И дети испытывают неукротимое желание проявлять себя, осуществлять свои возможности, там, и при этом неважно, прыгать по луже, лепить из грязи. И, то есть они стремятся осваивать действительность и проявлять себя такими, какими они есть. Приемные дети такой возможности лишены. И вот их потенциальные возможности, они прячутся. Да? И, конечно же, вот для того, чтобы ребенок не ушел в трудное поведение, замещающему родителю приходится совершить огромный труд для того, чтобы вот эти вот возможности у ребенка возродились. Если это удастся, да, пройти вот этот вот путь исцеления через освобождение от каких-то надуманных запретов, ограничений, которые возникли вот в силу жизненных обстоятельств, через возможность уйти от вот этой вот такого запрета быть собой, от усвоенного какого-то вот убогого жизненного сценария интернатного, да, от уже зарождающихся психических зависимостей, созависимостей. Но в таком случае вот приемный ребенок, конечно же, скажет огромное спасибо замещающему родителю. И вот это вот исцеление травмы неосуществленности заключается в том, что в каждой ситуации нужно позволять, да не только приемному ребенку, а в принципе любому ребенку, да, в том числе и кровному, биологическому, во-первых, испытывать чувство и уверенность в том, что я могу, да, я могу быть, в принципе, в любых проявлениях, прыгать в луже, да, там, рисовать солнце красным, и при этом я могу быть разным. То есть мне можно быть в какой-то степени агрессивным, но родитель мне подскажет, да, до какой степени я могу быть таким. Я могу быть грустным, и родитель примет мои слезы. Я могу иногда быть неправильным, да, но родитель мне подскажет, что я сделал не так. То есть вот травма неосуществленности, она исцеляется через вот эти вот моменты. И таким образом происходит восстановление, скажем так, в какой-то степени вот личностного ядра. И ребенок учится жить, сверяясь вот со своим «я», а не с оценкой окружающих. Принимать решения в согласии со своими какими-то внутренними понятиями. Ребенок учится понимать, что верным решением является тогда, когда он испытывает внутреннюю согласованность свою. И, конечно же, здесь важно ребенку помогать доверять себе, да, испытывать уверенность в себе и своих решениях. Ведь что такое уверенность? Ну, это способность ребенка предъявлять требования, запросы во взаимодействии с социальным окружением, в частности с родителями, добиваться определенных, да, определенного осуществления своих потребностей и требований,
уметь, в принципе, в семье разрешать себе иметь какие-то запросы, да, потому что вот исчезновение биологической семьи – это как такой отрицательный ответ на мой самый главный запрос, что я кому-то нужен, да, я имею право, в принципе, я имею право быть кому-то нужным. Вот осмеливаться проявлять какие-то свои чувства, там, страхи, агрессию, гнев, ну и вот эти вот моменты, если получится замещающей семье помочь исцелить, то и, соответственно, риск зависания в трудном поведении снизится. Здесь, конечно же, важно именно давать ребенку возможность разными способами проявлять свои чувства и помогать ребенку искать жизненные цели. Ну и ресурсами оптимальной все-таки социализации, да, детей, попавших в замещающую семью, являются вот следующие моменты. То есть ребенку необходимо, чтобы члены семьи все-таки имели реалистичные ожидания по отношению к такому ребенку. То есть чтобы их ожидания соответствовали прежде всего возможностям приемного ребенка и были созданы условия, которые позволили бы реализовать ребенку именно свои возможности. Да? Важно, чтобы родители умели действительно наблюдать за поведением ребенка, понимать сигналы, которые он посылает, и реагировать на них. Да? Там, что ему нравится, чем бы он хотел заниматься. То есть не перебивать вот эти вот, пусть маленькие-маленькие зачатки собственных желаний. Да? Важно, чтобы родители сами умели говорить о своих чувствах и через это учили ребенка обсуждать свои чувства. Важно, конечно же, прежде всего справиться со своей тревогой, плохим настроением. Это поможет ребенку также управлять своими эмоциями. И важно, чтобы прежде всего все члены семьи, внутри семьи, не чувствовали себя брошенными и одинокими. То есть эти моменты нужно отслеживать, решать, заявлять. И, конечно же, основной момент важно, чтобы семья любила в меру своих возможностей такого ребенка. И прежде всего, конечно же, считала его своим. Да? Ну, вот такие вот моменты, которые мы успели с вами обговорить по поводу трудного поведения ребенка. Конечно же, не все успели обсудить, но, тем не менее, какие-то зацепки, я думаю, у вас появились в плане того, чтобы все-таки, ну, основная тема у нас заявлена, профилактика трудного поведения, да, то есть вот на то, на что можно обратить внимание при взаимодействии с ребенком, благословенно вами принятому в семью, для того, чтобы избежать усугубления, усиления или даже возникновения трудного поведения. Благодарю вас за внимание. На сегодня у нас пока тематика исчерпана, да, в большей степени из-за времени. Думаю, еще будут дополнительные встречи, и мы с вами еще обсудим. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, которые вы можете направлять в консультационный центр, запросы по тематике, и на интересующие вас темы мы можем обсуждать еще какие-то важные для вас моменты. Благодарю за внимание. До свидания.